Зовут меня Черных Кристина Ивановна. Я являюсь социальным педагогом детского дома номер 3. И сегодня я бы хотела вам представить систему работы по профилактике правонарушений и самовольных уходов среди воспитанников детского дома. Так, она перелистывается. Мгм. Вообще профилактика самовольных уходов, а также выявление и устранение причин и условий, которые способствуют совершению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, является одним из приоритетных направлений в деятельности нашего учреждения. Анализ социального состава воспитанников позволил прийти к выводу о том, что практически все дети, которые поступают в наше учреждение, имеют отклонения в психическом развитии или поведенческие отклонения. Как вы видите по данным таблицы, многие из детей поступают к нам из-под опеки или состоящие на внутренних профилактических учетах. В связи с этим в нашем учреждении была разработана система по профилактике самовольных уходов. Система профилактики, она включает первичную, вторичную и третичную профилактику. Первичная профилактика – это меры профилактики, которые направлены на всех детей в нашем учреждении. Вторичная профилактика – это меры профилактики, которые направлены на детей группы риска и состоящих на внутреннем профилактическом учете. Ну и третичная профилактика – это меры профилактики, которые направлены на детей группы риска, не только состоящих на внутреннем профилактическом учете, но и состоящих на профилактическом учете в УПДН. Профилактическая работа в нашем учреждении строится по следующим направлениям. Ну, ни для кого не секрет, конечно же, что в организации для детей-сирот поступают дети, имеющие проблемы в усвоении школьной программы, вообще дезадаптированные к школе. Поэтому, когда поступает к нам воспитанник, у нас проходит психолого-медико-педагогический консилиум совместно с социальным педагогом, психологом, воспитателем, логопедом. И по уже выработке, вырабатываются общие рекомендации, которые вносятся в карты коррекции и развития ребенка. Более того, проводятся совместные совещания и психолого-медико-педагогические консилиумы со школами. Вырабатывается индивидуальный план профилактической работы с ребенком по устранению пробелов в знаниях или по, получается, ликвидации вот этих пробелов в знаниях. Отдельным блоком хочется выделить коррекционно-развивающую работу, которую проводят наши воспитатели в детском доме, они являются педагогами, большинство из воспитателей, они являются педагогами-предметниками и проводят дополнительную коррекционно-развивающую работу с воспитанниками. Также в нашем учреждении действует школа медиации, в которую входят по одному воспитаннику из каждой семьи. В данной школе под руководством социального педагога, психолога воспитанники проходят программы, обучаются программам восстановительных техник и уже выступают в качестве медиаторов в своих семьях, решая определенные какие-то проблемы или конфликтные ситуации. Также в нашем учреждении действует большой семейный совет, в который входят 7 комитетов детского самоуправления. Наиболее подробно я остановлюсь чуть попозже. И, конечно же, это деятельность Совета по профилактике. Деятельность Совета по профилактике регулируется не только федеральными и региональными нормативными правовыми актами, но и локальными актами, которые были приняты в нашем учреждении. Это и положение о Совете по профилактике, это и положение о постановке на внутренний профилактический учет, это и приказ о некоторых вопросах взаимодействия по розыску несовершеннолетних, в котором утвержден алгоритм взаимодействия специалистов в случае совершения самовольных уходов несовершеннолетними. Это и программа по профилактике правонарушений и самовольных уходов «Личность без границ».
Это план совместных профилактических мероприятий с УПДН, УМВД по городу Сыктывкару. Ну и, конечно же, это совместные планы профилактических мероприятий с нашими социальными партнерами в рамках тематических месячников, которые проходят у нас ежегодно, да. Например, в сентябре это месячник по безопасности дорожного движения, в ноябре это месячник по правовой помощи детям, а в марте у нас проходит месячник по профориентационной работе. Программа «Личность без границ». Цель программы, которая вот реализуется в нашем учреждении, это социально-психолого-педагогическое сопровождение и реабилитация воспитанников, которые имеют повышенный уровень эмоционально-психического напряжения, сниженный самоконтроль, ну и которые склонны, да, к совершению правонарушений и самовольных уходов. Задачами программы являются, конечно же, выявление и предупреждение психологических проблем ребенка, которые вообще препятствуют адекватной социальной адаптации, формирование способности к адекватной самооценке и критической оценке действительности, в которую попадают воспитанники, сохранение и укрепление нервно-психического здоровья, формирование правовой грамотности и законопослушного поведения, ну и, конечно же, обучение детей знаниям, умениям, навыкам эффективного поведения и общения. Программа подразделяется на следующие разделы. Это безопасность жизнедеятельности, профилактика правонарушений и самовольных уходов, профилактика суицидального поведения воспитанников, ну и план мероприятий, которые направлены на устранение нигилизма. Я хотела бы наиболее подробно остановиться на работе детского нашего комитета «Правопорядок», куратором которого я являюсь. Из каждой семьи по одному воспитаннику входят данный комитет. Они оказывают помощь социальному педагогу в периодическом отслеживании успеваемости детей, посещения ими уроков, проводят рейды с целью контроля занятости воспитанников во внеурочное время, проводят анкетирование среди воспитанников по вопросам учебы и организации свободного времени. Ну и, конечно же, по результатам данного анкетирования мы выстраиваем планы работы на каникулярный период, да, внутри учреждения. Это и участие в социально значимой деятельности, это оказание индивидуальной помощи воспитанникам группы риска в пробелах, знаниях, ну и, конечно же, участие в качестве медиаторов в службе медиации. Какие формы работы мы используем? Абсолютно разные, потому что чем больше разнообразие форм работы с таким контингентом детей, тем выше эффективность именно профилактической работы. Это и уроки правовой грамотности, которые мы проводим в рамках различных тематических месячников, это экскурсии, это встречи с интересными людьми, это участие в акциях, конкурсах, разработка и защита социальных проектов, агитбригады, ну и так далее. Ну вот в качестве примера вы можете увидеть на слайде, да, реализацию плана мероприятий «Зимние каникулы». Всего было проведено 117 мероприятий, из них 56 спортивных, интеллектуальных 27 и 34 игровых. Вот в качестве примера приведу вам реализацию плана мероприятий «Зимние каникулы» один день. Вот вы видите, да, насколько разнообразные формы работы выстроены, да, в одном дне. То есть, так. Угу. Ну и в качестве примера еще реализация плана мероприятий «Летние каникулы» вот на 1 июня, которая уже реализовывалась в рамках, в условиях пандемии, да, в рамках нашего учреждения. Это и акция «Подари улыбку другу», да, в рамках празднования Международного дня защиты детей, спортивный праздник, конкурс рисунков, праздничный концерт, игра по станциям, правовая викторина. То есть вовлеченность детей во внеурочную вот эту занятость, получается, вовлеченности и занятости в каникулярное время, оно, конечно же, безусловно, дает положительные результаты в профилактической работе нашего учреждения.
Ну и, конечно, я бы хотела поделиться результатами деятельности, да, нашего учреждения. Мы ежегодно с воспитанниками принимаем участие в межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России» и общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». В прошлом году мы приняли участие в акции «Удмуртия согревает», которая была посвящена юбилейному проведению празднования Дня народного единства. Мы ежегодно с воспитанниками принимаем участие в едином уроке по правам человека. В прошлом году под моим руководством группа детей создала проект модельной конституции, и нас пригласили в качестве участников в первый Всероссийский конгресс «Светлое будущее» при поддержке Государственной Думы. Ну и, конечно же, это ежемесячная реализация планов мероприятий Комитета правопорядок, акции, агитбригады, проектная деятельность, уроки по правилам дорожного движения. Ну вот на фотографиях вы можете увидеть, да, на верхней фотографии представлена выездная экскурсия в рамках месячника по профориентационной работе в экспертно-криминалистический центр МВД по Республике Коми. На фотографии рядом представлена выездная экскурсия, получается, урок по финансовой грамотности проводили на базе филиала Сбербанка на Кутузова. На нижней фотографии вы видите один из уроков по безопасности дорожного движения, который проходит в рамках месячника в сентябре у нас по безопасности дорожного движения совместно с управлением ГИБДД. Да, вот один из уроков тоже там представлен. Ну и вот в качестве, получается, участников на последней фотографии в конкурсе рисунков, который ежегодно также традиционно празднуется в нашем учреждении, который приурочен Дню принятия Конвенции о правах ребенка. Ну вот вкратце о системе работы по профилактической деятельности в нашем учреждении я вам попыталась рассказать.